Для начала разберем его значение. D означает устранение или отмену, а бюрократия означает систему управления, в которой решения часто принимаются через сложную иерархию правил и процедур, часто в ущерб эффективности и оперативности. С марта 2025 года Национальный институт стратегических инициатив при президенте Кыргызской республики и Министерство юстиции совместно начали процесс по пересмотру сложных государственных процедур и правил по их упрощению. На первый взгляд звучит сложно, какая-то реформа, где-то сокращают процедуру. А на самом деле это когда вы можете подать заявление онлайн и вам ответят. Когда вам не говорят, принесите справку, когда она есть в системе. Когда вас не отправляют в другой кабинет, если это не его участок. Дебюрократизация делает услуги удобнее для граждан, но она важна и для самого государства. Когда процедуры становятся проще, госорганы работают быстрее и точнее, меньше времени уходит на формальности. И главное, растет доверие. Отлаженная услуга выгодна всем – и пользователю, и исполнителю. Мы не первые, кто столкнулся с громоздкой и запутанной системой госуслуг. Во многих странах в какой-то момент поняли, что бюрократия больше не работает. Например, в Эстонии все госуслуги онлайн. В Грузии работают единые центры, где можно все оформить за один визит. В Словении переписали все административные кодексы с нуля. В Южной Корее упростили все, что можно, от подачи заявлений до открытия бизнеса. В XVIII веке, когда государство становилось все сложнее, появилась бюрократия. Бюро с французского «канцелярия», с греческого «кратия» – это власть. Бюрократия означала власть правил и документов. Это когда-то действительно работало. Но со временем система разрослась. Процедур стало больше, чем решений. Смысл терялся за формой, а решение за подписью. Чтобы система снова начала работать, нужно было упростить процедуры предоставления государственных услуг и избавиться от лишних требований. Это стало и требованием времени. Так и появилась дебюрократизация, чтобы управлению вернуть смысл, а человеку доступ к информации без барьеров. Дебюрократизация в Кыргызстане уже началась. Не на словах, а на практике. Многие услуги сейчас можно получить через систему Тындык. Часть услуг доступны онлайн. Многие услуги сейчас отменены, либо упрощены вовсе. Минюст и НИСИ изучили, что мешает населению получать услуги быстро. И начали убирать эти преграды. Все это делается не за один день. Стабильные и понятные условия – это основа для роста. Когда бизнесу не приходится тратить свои ресурсы на преодоление системы, он вкладывается в развитие. Дебюрократизация снижает административные издержки, упрощает процедуры и делает правила одинаковыми для всех. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса. Именно он создает рабочие места в стране. Когда условия прозрачны, бизнес развивается. Когда бизнес развивается, развивается экономика и страна. Дебюрократизация – это не про процедуры, это про рост.